Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 10 июля 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И распространяйте ссылку на наш стрим в социальных сетях по возможности. Это очень важно, друзья, так как нам всячески мешают распространять, доносить до людей правду и всячески мешают. Как мы знаем, в России происходят какие-то странные вещи с Пригожиным, там, с его фабрикой, так называемой фабрикой троллей и так далее. И если вы обратили внимание, наш канал тоже вот эти пару дней, не с 24-го, когда Пригожин спецмятеж организовывал для выявления несогласных и недовольных Путиным там, и его бандой. И вот, если вы обратили внимание, наш канал начали прибавляться просмотры, то есть его не задвигают, там какие-то там алгоритмы YouTube свои соблюдает, и начали прибавляться подписчики. Хотя каждый день они нам их отписывали, каждый божий день. Сейчас это прервалось. 2 дня прекратилась атака, 2 или может быть 3 дня. Вот такие вот дела, и это подчеркивает, говорит о том, что все время, в течение всей нашей деятельности, они нам пытаются мешать всячески. Почему-то они не мешают разным каналам-миллионникам, которые так упорно на них ругаются, ну якобы ругаются, там какие-нибудь Фейкины, там Арестовичи или там Невзоровы. Их почему-то на территории фашистской России не запрещают, их каналы постоянно тролли не атакуют, а вот наш маленький канал, где всего лишь 35 тысяч, сколько нас? 35 тысяч 400, да, где-то получается. Вот такие вот 439 за последние сутки, там прибавилось, сколько у нас, где-то человек 60 подписалось. И последний, наверное, месяц, каждый день там они по 10, по 15 человек отписывали. Вот такая вот была тема. Но это хорошо, что мы мешаем, значит мы делаем свою работу качественно, может быть не так профессионально, как это хотелось бы мне лично, как это делает какой-нибудь журналист, но главное мы ее делаем качественно, в смысле говорим правду, анализируем ситуацию и максимально доносим до общественности те пакости, которые совершает террористическая банда КГБ СССР и ФСБ, и СБУ, как выясняется, тоже любят пакостить. Ну, да ладно. Я вас всех, друзья, приветствую. Всем очень рад. Заходите, ставьте лайки и распространяйте. У них есть платные тролли, а у нас есть доброе имя и правда. И вы, конечно же, которые должны мне в этом всячески помочь. Если, конечно, у вас будет на это желание. Для этого распространяйте в социальных сетях, в WhatsApp, в Facebook, в Telegram, везде, где вы только можете, распространяйте. Это не касается тех, кто проживает во временно аннексированной, оккупированной Чеченской Республике Ичкерия и в фашистской России. Берегите себя и заботьтесь о своей безопасности и конфиденциальности. Только вы можете только смотреть. Даже лайки не ставьте. Так что как-то так, друзья. Так, теперь с нами. Сколько теперь с нами у нас? Тут столько людей теперь с нами у меня появилось в ТикТок. Но люди не добавились вот там вверху в цифре. Тоже странно. Хотя Китай, который совершает геноцид уйгуров и казахов, ничем не лучше фашистской России. Ну, может быть, чуть-чуть получше, потому что так откровенно не уничтожает людей, не ведет агрессивные войны.
фашистская Россия, как всегда, на первом месте по жестокости, коварству, цинизму, подлости, обману. Нету ни Северная Корея, ни Китай, ни Иран не стоят впереди фашистской России. Фашистская Россия впереди планеты всей, как говорится. Так, Довеле, Моведин, Самур, Файтер Израиль, Питер Вольф, Осман, Южная степь, Хамид, Вилпес и все остальные. И кто вот заходит сюда, я вас всех приветствую. Ва алейкум ассалам, мокши мерши дуэльшу. Так, человек с ником террористической организации снова к нам зашел. Так, очень интересно. Ну, давайте, я вам расскажу об очень удивительном наблюдении. Наверное, не наверное, а точно, те, кто смотрит нас в ТикТок, не увидят то, что я сейчас покажу в YouTube. Ну, смотрите, просто пример, обычный пример. Есть такой канал «Новости Донбасса». На этом канале я считаю, что этот канал, в принципе, очень объективно доносит информацию, и мне нравится этот канал. Боюсь хвалить, потому что сразу потом выясняется, что там что-то нечисто. Поэтому буду осторожно в этот раз хвалить кого-либо. Но факт есть факт. Новости Донбасса, канал неплохой, очень объективно. На мой взгляд, пока, по крайней мере, доносит информацию. И вот смотрите, сегодня вышла такая новость на этом канале. Шантаж, сейчас я вам постараюсь сейчас как-то это показать вам. Так, сейчас я переключу. Вот смотрите, те, кто видит в YouTube, это все видят. Ну, а тот, кто смотрит в TikTok, они могут услышать. Называется видеоролик «Шантаж или масштабные действия. Легион Свобода России готовит новую операцию на территории РФ». Вы когда-нибудь слышали, чтобы когда кто-то готовит операцию, он об этом анонсирует, заявляет? Говорит, вот, мы сейчас готовим операцию и так далее. Слышали? Обычно это должно быть сюрпризом для противника на войне, правильно? Но вот смотрите, что говорят. РДК вперед! Легион Свободы России готовит новую операцию на территории РФ. Сюрприз обещают преподнести на протяжении следующего месяца. Но ведь о планах обычно не предупреждают. В этом видео разберемся, что это, попытка запугать Кремль или анонс масштабных действий. Или анонс масштабного действия. И теперь одновременно я увидел на новости Донбасса этот канал, и потом, как обычно, как верный подписчик и зритель Александра Сотника, я посмотрел у Сотника информацию. Давайте послушаем, что говорит Александр Сотник в сегодняшних, тоже буквально час назад выпущенных новостях. И одновременно с этим вышло, вот сейчас я вам скажу, сколько времени назад. 47 минут назад у меня показывает. Но это может быть чуть больше уже. Где-то час. Между ними 15 минут, полчаса между этими двумя выходами двух этих. Так, давайте посмотрим, что говорит нам Александр Сотник. Третий фрагмент программы «Обратный отсчет» от 10. Сейчас я эту скорость налажу, чтобы вы могли смотреть Сотника нормально. Июля 2023 года. Сегодня понедельник. Полную версию этой программы смотрите на ресурсе Patreon. И спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. А я перехожу к инсайду, который получил буквально только что. Цитирую текст своего информатора. В момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе лично Путин дал команду подготовить и провести провокацию на территории России при участии этнических украинцев, чтобы максимально обострить отношения союзников и сорвать все возможные решения о принятии Украины в НАТО и все остальные возможные варианты в деле принятия дорожной карты в это. Ну, вы поняли, о чем я, да? Если чтобы было понятно, я немножко прокомментирую. Одновременно с тем, что
проводит саммит, а нам Сотник сообщает, что его какой-то информатор сообщил, что Путин готовит какую-то опять, ну ФСБ готовит опять какую-то гадость, какую-то подлость, и одновременно террорист под кличкой Цезарь из легиона так называемого «Свобода России». Какая может быть свобода у римских легионеров, да, но и у Цезарей, у русских только цари, вот это невыбиваемо. Он может бить, лежать под забором собственной лужи, но почему-то он Цезарь, царь, король там и так далее. Но это ладно. Так вот, одновременно эти две новости, они как-то мое внимание привлекли. И сейчас осталось только задержать украинцев, находящихся в России. Или они уже задержаны, или же они уже под наблюдением. И сейчас в ближайшие дни, сегодня-завтра, если, конечно, сегодняшнюю новость, которую мы озвучим, она не собьет их планы, то будут задержаны украинцы, которые совершали какой-то или хотели совершить какой-то ужасный террористический акт. И это объясняет, почему террористическая банда Легион Свободы, Легион Свобода России во главе с террористом Цезарем, не помню его и фамилию, имя, сейчас я вам скажу, чтобы это тоже осталось, потому что этого террориста нужно знать. Так, сейчас вам скажу. Максимилиан Андроников, по кличке Цезарь, Максимилиан Андроников. Так вот, вот такие вот интересные моменты складываются у нас. По какому-то странному стечению обстоятельств террористы, которых вооружает Украина, русские террористы, одновременно с той информацией, которую нам предоставил Сотник, что Путин планирует какую-то акцию, где будут замешаны украинцы. Теперь осталось дождаться день, два, три. И в этот момент, должно быть, вот сейчас вот саммит идет, уже сейчас это должно быть, может сегодня, может завтра, может послезавтра, если ничего не изменят, то получится, что должны быть задержаны украинцы, которые потом можно будет связать с этой террористической бандой Легион Свобода России и с ее главарем, террористом, неким Максимилианом. Почти Максимус получается. Ну, русские вы даете. Ну, фашист он и в Африке фашист. Ладно, давайте к вашим комментариям. Война. Ва алейкум ассалам. Маш вовел. Салман. Ха вовел маш. Хамас это группа рэпа. Ну, как она может быть группа рэпа? Ты что? Такое говоришь сейчас. Да, я зайду на твой канал. Как зайти на твой канал? Не могу я сейчас зайти на твой канал почему-то. Не могу я зайти на твой канал. Собор делать. Мы пойдем другим путем. Огнера и террористы. Название штуахи. Когда ты им говоришь, это ж террористы, то они Гитлера восхваляют, потому что русским так надо. То они за палестинцев заступаются, напрочь забывая про уйгуров, которых реально за религию уничтожают. Вот какие-то вот странные вот эти вещи получаются. Так. Странное совпадение получается. И когда ты им говоришь, и вот по какому-то стечению обстоятельств они заходят к нам на канал и общаются постоянно, какое дело им до меня есть. Скажи про политику, ты им говоришь. Про политику они не говорят. А то, что мы говорим и делаем, им интересно. Очень странно получается. Так, давай, Хамас. Язин, твой ник пропал. Твой этот пропал. Асан, я видел тебя во сне сегодня. Силой гуммадила. Прежде чем сделать, хорошо подумай. Далдикан дуэль аган. Мегарду, дейлер саламаш, хуйль, шу, дуэль масумаш, войнах, маш, вовело. Hello, Aslan, how are you? Super. Thank you. Thank you very much. Так. Язим Мильворо. Хамас. Язим. Рэп группа Эрбош, да? Хазнадукши, я Алла, Дель.
Хамас, напиши что-нибудь. Мне, чтобы тебя не искать, я бы тебя тут сразу нажал бы, перешел бы, посмотрел бы на твой этот, как его. А то... Нет, нет, я очень... Нет. Подождите, сейчас я ищу Хамаса. Подождите, мне нужен Хамас. Человек с террористическим ником Хамас. Little bit I'm speak English. Так. Ну что, Хамас, куда пропал? Свободец. Я прошу извинить меня. Здесь человек, когда его каждый раз его спрашиваешь, он говорит, что он... Ну вот не могу я отсюда зайти. Почему я не могу? У него там столько-то подписчиков там и так далее. Я вот не могу зайти. Ага. Угу. Да. У него волк там стоит на фотографии. Просто я хочу посмотреть. Ну не пишет он, да? Или я написал, нет? Ну, короче, нету. Я не могу его так найти, потому что в этом ТикТоке тут сам черт голову сломит. Так. Война. Ты можешь зайти на канал вот этого Хамаса и посмотреть у него, какая у него, или скинь мне ссылку на этот, а если ты можешь мне на WhatsApp, скинь мне, пожалуйста. Я с другого телефона зайду, потому что отсюда я почему-то не могу зайти. Ну да ладно. Короче говоря, что я хочу сказать. Просто здесь разные люди с никами, там разные Гитлер, там Адольф, Хамас. Ну, короче, всех террористов и всех подонков собирают, которые русским нравятся. Но почему-то не говорят про Китай, который Китай друг России, друг Путина, ну, или хозяин России, или хозяин Путина. Поэтому вот такие вот дела. А потом, когда ты им задаешь, они начинают говорить, не, я не за Кадырова, я там это, я там то, там, Хамас, например, говорит, что у него там это рэп какая-то группа. Вот именно он эту группу рэп выбрал. Интересно, конечно. Поэтому это как раз к тому, что я сегодня писал обращение, ходатайство к президиуму правительства Чеченской Республики Ичкерия о том, что много появилось людей, каналов, которые занимаются просто спамом, мусором, или же используют русские нарративы. Таким образом, они собирают кучу зрителей там в одну кучу и одинаково получают команду. И вот одновременно получив эту команду, они одновременно распространяют какой-нибудь нарратив, когда им нужное время, в нужный момент. Поэтому вот этих людей нужно знать. Если они, некоторые не проживают. Например, один человек, который угрожал мне здесь в прямом эфире убийством, выяснилось, что он находится в России, его TikTok канал. Хотя обозначено, якобы он находится во Франции, что ли, или где он там, я предположил. Но местные правоохранительные органы выяснили, что этот канал, вот этот аккаунт находится на территории фашистской России. Но он топит за Ахмеда Закаева, кстати говоря, этот канал. Ну, вот такие вот, и мне угрожает. Ну, да ладно, мы уже привыкли. Короче говоря, Машал, ду ночью, омер, рюгаду Машал. И СС, и убогдуха, СС. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Друзья, поехали дальше. Аса, халжи мудуха. Дигду, ва алейкум салам, тете джек, машуой. Далбу хастам, шедерик дигду. Иш дикхилам, да, как никогда все хорошо. Ну, давайте почитаем комментарии в YouTube, друзья. Так.
Всем салам, Аслан, рад видеть тебя. Шалом, файтер Израиль. Шалом, дружище. Довели, валейк салам. Все будет Ичкерия. Дал мула смотрящий. Все. Так. Ну, нет, то, что ты мне прислал, война, здесь нету, надо вот в этом найти и по его нику перейти на его страницу. Или он уже забанился, или скрылся, может вышел, не знаю. А то, что ты мне прислал, просто это, мне нужна ссылка на этот канал. Ну ладно, моя это ссылка гамекцун. Это не это хамилу. Ну хамадыш канал дуйте ангушту. Ой нахуй, что ангушту. Дита, ладно, разберемся. Давай. Или же сидит как партизан, короче, молчит. Или депорт, юхун буокар. Ханю буокар, депорт. Так, ну ладно. Так, можно звук увеличить? Можно, тебе надо добавить. Смотри, на телефоне вот справа есть такая кнопка. Ну, смотря на каком телефоне, справа или слева, добавь. Так, 35400, да, Самур, спасибо. Я хотел более точно сказать, поэтому задумался. Китай тюрьма народов, Россия концлагерь народов. Да, ГУЛАГ народов. Аслан, слышал обращение? Нет, Питер Вольф, не слышал. Пишут, что Мизинцева сняли. Ну, может быть. Всем доброго времени суток. Витаю, леди. Файтер. Сегодня смотрел бред украинский телеканал, где два журналиста, эксперты обсуждали Чечню. Оказывается, Рамзан Кадыров может получить свою Ичкерию в случае дележа Россиюшки. Аслан хорошо, не журналист. Да-да, украинцы... Украинцы, ну, украинцы мы не будем говорить, украинцы наши друзья и настоящие воины, борющиеся за свободу. А вот есть разные мерзавцы, которые уже, вы обратите внимание, вот так они и делают, и вот так они и делают. Хаджа, странник, когда закончится мой стрим, ты можешь написать мне в личку или позвонить, написать мне в WhatsApp. Не позвонить, а написать мне голосовое сообщение на WhatsApp мой. Он находится в YouTube под каждым моим видео, мой WhatsApp. Зайди, и мы там поговорим. А так ты, если будешь сейчас забивать эфир, вообще обрывками каких-то слов, я ничего не пойму и ничем тебе помочь не смогу. Просто буду тебя игнорировать. Поэтому зайди туда и попробуй прислать мне WhatsApp. И потом посмотрим, что можно будет сделать в твоем случае. И тебе депорт будет или нет. Ага, войнах. Борз те айол штакварт эбин борз юкчен те никте. Вот свой TikTok чуа. Штхалалисти. Хакерин сутитайн. Ищтен страниците перейти мудо. Ищт ида дистига. Руфус, слава Вильничке. Героям слава, Руфус. Так вот. О чем это мы? Так, витаю, шалом. Асланбек Машвойль, алейк салам, ночи нох, Машвойль, шавик Машвойль. Аслан заранее говорит про операцию, так как в Первой мировой англичане и французы перед атакой свистком гудели, чтобы немцы успели свои пулеметы расчехлить. Ну, Самур, свистком, может, гудели, потому что это были англичане и французы. Русские такой культуры не знают предупреждать друг друга, там, кидать перчатку там в лицо. У них этого нет. Они не соблюдают никакие законы и обычаи ведения войны. Кто, но Турция смелее, чем Европа действует. Беспардонно и нагло. Правильно делать, ничего
с Россией боятся. Ну, там не поймешь. Не поймешь. Так, Саня, обращай внимание. Хорошо, не буду, Адам. Все руснявые маджахеды боятся упомянуть об уйгурах и Китае. Да-да. Кадыров в отпуск ушел задним числом. Наверное, да, это правда, что ли, что он ушел? Кадыров в отпуск, аферист Шулер. У тебя тоже информация, как будто ты в Кремле живешь. Ну, смотрите, 29, по-моему, июня террорист Путин встретился со своими вояками, как сообщает нам Песков. И там они о чем-то договорились. Вероятно, нужно было договорились снять, может быть, Кадырова, там, может, еще что-то. Они все сказали, что они верны Путину, там, и так далее, готовы воевать, и так далее. Ну, обычные холопы. Как и ожидалось, холопы дали заднюю, зачистят всех неугодных и дальше будут жить. Ну, обычно. Все на России, ничего не меняется. На России все как обычно. Так, давайте, мне тут очень важный вопрос прислали. В личку, говорит, прислали. А почему в личку, а почему не сюда ты его прислал? Вот ты мне ничего не прислал. Заприслал. Прислал. Дуже дякую. Давайте, сейчас дайте мне минутку. Нет, подождите. ТикТок просто убивает. Умар Умаров. Так, ладно. Ну, понятно. Хамас у нас... Уштрuk, hiç моваться. Sok hiç моваться. Уштрuk. Ну, понятно все. Канал Хамаса выяснен. У него нету ничего связанного с рэпом Хамас. Но заходить на мой канал, и чтобы я произносил его ник, и чтобы там везде показывать, что вот он Хамас там и так далее, это, конечно, это не 100% доказательство того, что ты пособник террористов. Но говорит о русских террористов, я имею в виду, потому что только русские являются террористами, а Хамас их пособники, их Иштумду. Мегарду, Дересхуль. Короче, все выяснили. Так, давайте этого Хамасика уберу отсюда, потому что он просто не только пособник террористов, но он еще и лжец, который боится признаться, что он за террористов. Поэтому я его заблокирую, чтобы лишний раз мне эти террористы здесь не маячили.
А теперь я извиняюсь, конечно, что отвлекся, потому что он часто заходит. Вот эти все разные блогеры, которые тут появились, как грибы после дождя, одновременно. Эти люди, там может быть, конечно же, и простые люди оказаться случайно в этом деле. Но в основном им платят деньги и им говорят, давайте занимайтесь и там раскручивайте там, какую-то тему. Обычно они занимаются забиванием мусором забивают. И потом одновременно, когда нужно, они какой-нибудь нарратив забрасывают обычно. И они друг друга там поддерживают, прикрывают и так далее. Даже если вы обратите внимание, у них даже футболки одинаковые бывают. Им там выдают, видимо, там распространяют, вот вам туда-сюда. Ну, понятно все. Но мы будем бороться с этим явлением. Хорошо, что вы выявляетесь, вы как полезные идиоты, вас используют, вам платят 20 тысяч, 25 тысяч, 30 тысяч рублей. И фактически вы выполняете роль просто приманки. Когда рыбу ловят, закидывают, вы светитесь. Понимаете, вы свое лицо засвечиваете. И вас всех мы будем переписывать, и вообще интернет все хранит, сохраняется. И мы вас будем сохранять, и потом, когда настанет время, вам будет стыдно. Вам будет стыдно. Ну да ладно. За 20, как там было, за сколько там серебряников Иуда продался. Вот то же самое с вами. Ну да ладно. Вот это вся ваша цена. Продавшихся, я говорю. Я бы в летчики пошел, но по возрасту не пропустят, говорит. Так. Ассаламу алейкум. Я видел интервью командира. И что? Нариману алейкум салам. На передовой ватсоса. Му ватс. Уде передовой. Аш ватсо. Худуйцу. Добрый вечер, уважаемый. Машал Хаттер. Георгий, добрый. Витаю вас, Георгий. Бамут Машвоэль. Асан, почему хромакей не пользуешься? Не знаю, уже как-то это уже не актуально. Я вначале пользовался, а потом убрал. Откуда вы читаете комментарии? У меня стрим идет в YouTube и в TikTok, друзья. В YouTube и в TikTok идет. Что там с кассетными боеприпасами? Джо не передумал? Не знаю, не знаю. Алан Лунгу. У меня есть отдельные видео, отдельное много чего на эту тему. Про Закаева вы можете зайти и посмотреть. Аслан, спецом такую футболку одел, чтобы у ватных подгорело. Ну а почему бы и нет? Аслан, этот командир русского террориста сказал, что не русские республики должны остаться в составе Русни после поражения, украинцы им верят. Нариман, совершенно верно, террорист из Легиона Свобода России, некто там Цезарек, они планируют, знаете, если ты не можешь победить, то ты должен возглавить. Это такой принцип есть такой, у спецслужб есть, у многих он имеется такой. И вот сейчас вот эти террористы, русские террористы, которые на груди Украины пригрели в надежде, что они что-то там изменят, это ложь и обман. Ничего они не изменят. Это плоть от ГРУ и КГБ СССР. И они ничего не изменят. Это все обман. Обман украинцы. И то же самое, что делает Арестович и Фейкин. Это все обман, друзья. Для того, чтобы в нужный момент вы остались, украинцы, мы проходили, чеченцы. Это чеченское дежавю я называю. Чтобы вы остались в дураках. На фронте уже камень бросается, уже не первый раз этот камень бросается в тех, кто защищает.
Тот, который обещал, что он выйдет на войну, и Гордон, и Арестович, которые там будут воевать, защищать, там у него там 150 вылазок там на границу, там где-то там, на ленточку, как это там называется у них, у военных. Вот он рассказывает, что когда будут возвращаться военные, уже подготавливается почва против военных, понимаете? Потому что военные это те, кого поддержит Украина, украинский народ. Военные Украины это герои Украины. Да, я понимаю, есть и этот синдром есть военных, вот посттравматический синдром есть. Есть колоссальные нагрузки люди переживают, все понятно. Но тут на Западе, когда открыты все двери во все больницы, ко всем психологам, современная медицина, современные лекарства есть, которые помогают у тех, кто... И не у всех эту крышу сносят, между прочим. Да, есть моменты, все это бывает, особенно если это потом смешать с алкоголем. После человека все это воспоминания, там еще его, если особенно первое время, если он еще не пройдет адаптацию, и это далеко не все. Далеко не все. Некоторые вообще просто закрываются в себе. Таких тоже много людей бывает. Он абсолютно бывает не агрессивен. Он эту кровь, это зло, он столько навидавшись, он приходит домой и там, я не знаю, там увидит котенка, он может сидеть, его гладить там, и там его жалеть, этого котенка, там ребенка. Это становятся очень добрыми людьми, некоторые. Некоторые становятся агрессивными, если особенно смешать, если, как я говорю, с алкоголем там, или с каким-нибудь там нетрезвым состоянием. Но по факту они не представляют угрозу. Но угрозу представляют они для фашистской России. Угрозу представляет генералитет украинский, который тоже, кстати говоря, все это видит, хоронит своих товарищей, и это тоже очень большой стресс. И непосредственно на боевых там позициях бывают там и где-то там еще что-то, я просто не знаю всех деталей, но я вам скажу одно, что говорил Джохар Дудаев, как бывший военный человек, затем уже наш президент. Он прорывался на позиции наших воинов, окруженных. Заходил, откуда ни возьмись, как снег на голову сваливался, заходил в блиндаж и говорил: ассалам алейкум. Ну что, парни, покушать мясо есть? Первый вопрос, который он задавал. Потом говорил: а ну покажите обувь. Смотрел на обувь, и не дай бог нету мяса поесть. И если обувь у воинов плохая, то командиру прям при всех получал нагоняй и там что угодно, вплоть до разжалования там в рядовые. И так далее, и так далее. Мог даже рукоприкладством заняться. Такое тоже говорят иногда, если там какие-нибудь там какие-нибудь трусость, там еще что-нибудь такое проявлялось. Так вот, Джохар говорил: нет вас, нет нас, политиков. Нет вас, нету ничего, воины. Запомните это. И все, кто пытается вас принизить, что там они будут возвращать какие-то гранаты бросать. Это не первый камень, но уже такой откровенный камень в огород военных. Если вы, воины, армия Украины, не заткнете вот этих пропагандистов, которые творят бред просто, никакого толка Фейкина и Арестовича за все это время мы не увидели. Никакой революции не произошло в России и даже не намечается. Но недовольство между армией и ФСБ искусно было использовано для того, чтобы Путин выявил всех. Смотрите на результаты. Вот и все. И потом эти камни будут еще бросаться в ваш огород, войны, армия украинская. Понимаете это? И они готовы договариваться, они готовы подружиться, и ленд-лиз им не нужен. Не они ж гибнут, не им ноги отрывает, не им руки отрывает, не они там получают там ранения в холоде, не скажу в голоде, но тоже не самые удобные, да, условия, понимаем, да, на войне. Поэтому в этом плане имейте в виду, вот эти пропагандисты ничего хорошего не принесут Украине. Это уже очевидно просто, абсолютно 100% очевидно это.
Так, сейчас, подождите, тут у меня еще что-то прислали. Сейчас. Давай, это все, у нас есть какой-нибудь план, по какой модели мы поедем. Куда ты поедешь, Салман? Ассаламу алейкум. Вопрос, какая должна быть, по-твоему, Ичкерия? Бадик, турист. В смысле, какая должна? YouTube канал называется Reality HRCI. Просто Reality наберите. Reality. Аслан Арцуев. И найдете. Высветится. Какая должна быть, по-твоему, Ичкерия? Что ты имеешь в виду? Ассаламу алейкум. Вопрос, какая должна быть Ичкерия, по-твоему? Да, разверни, пожалуйста, вопрос. Что ты имеешь в виду? Чечен-демократ. Машуоль. Машуоль, Черещавик, Машуоль. Друзья, кого не увидел, не заметил, извиняйте. После убийства Цезаря последующим императором стали называть себя Цезарем. Да, я знаю это. Террористы, кадыровцы, предатели, враги Аллаха, враги чеченского народа, мы вас не боимся, пришло время бояться нас. Теперь надо вам, потому что время близко, уже ваше время близко до Амула. Да, Амула. А как называется видео? Подскажи, как найти у вас на канале, пожалуйста. Ну, Алан, зайдите, посмотрите на моем канале, просто поищите, увидите там, перемотайте. Это не в стриме, есть в стриме, я это много говорю, а есть и отдельные видео. Заходите, смотрите, обогащайтесь. Салам, братон Аслан. Амаджоба генацуале. Салам, брат. Салам. Эх, Аслан, услышали бы военные украинские тебя, хотя и сами без подсказок обязаны следить за чистотой в своем доме. Просто это так откровенно все, Файтер, так откровенно все это происходит, что я просто смотрю и поражаюсь просто, поражаюсь. А военные это люди такие, они дальтоники, у них есть белое и черное. И в этом смысле их не прошибешь никак. А эти, они как эти слизняки, они сквозь пальцы где угодно пролезут. Поэтому в этом плане... В этом плане, конечно же, ну, мне очень это не нравится. Но я надеюсь в мудрость, в силу, потому что сила-то у украинской армии, сила-то у украинского народа, который поддерживает пана генерала Валерия Залужного, которому вчера или позавчера исполнился полтос. С чем я его сердечно и поздравляю. Там у них есть ФСБшник, перешедший на сторону Украины, имперец и фашист. Ну а кто другой может быть там? Конечно, таких полно просто. Это Максимилиан Андроник по кличке Цезарь, по-видимому армянин. Я даже знал одного ару по имени Цезарь. Кстати, да, Максимилиан Андронян, скорее всего. Ага, точно. Потому что Хачик, короче, да? Хачик. Ну вот, Цезарем стал теперь. Ясно. Приветствую. Сотник сегодня говорил, что перед саммитом НАТО Путин лично дал указ, чтобы в России сделали теракт с помощью этнических украинцев, чтобы обвинить Украину. Справедливый человек. Мы как раз это говорили не перед саммитом, а вот во время саммита, вот в это время, чтобы сорвать этот саммит. Мы будем смотреть. Ассаламу алейкум, ахкой. Ва алейкум ассалам, шадид. Машуоль. Так, если мы будем уже в Чечении, как мы будем действовать? Смотрите, я горячие головы хотел бы немного остудить, что мы поедем в Чечню, освободим, там свергнем Кадырова, уничтожим там то, разобьем то и так далее. Сейчас мы украинцам объясняем, что одной военной победы недостаточно. Мы в первую русско-чеченскую войну фактически победили одним стрелковым оружием и гранатометами. Только силой духа мы победили вот эту фашистскую Россию. Дело в том, что нам нужно признание международного сообщества. Только после этого мы должны разговаривать о чем-то. О какой-то военной составляющей или еще о чем-то. В противном случае мы снова будем инструментом
какого-нибудь там Закаева, Кутаева, там и еще там ФСБ, ГРУ и всех остальных. Поэтому нам ни в коем случае нельзя дергаться сейчас. У нас страна оккупирована, аннексирована. Все, что смогли сделать русские террористы, уже сделали на нашей земле. Поэтому сейчас нам нужно просто набираться знаний, сил, и чтобы нас признали. Вот, Чеченскую республику Ичкерия включили в Организацию Объединенных Наций, чтобы мы стали субъектом международного права, чтобы мы могли уже стать государством со своей властью, со своим представительством в международных институтах. Только лишь после этого мы можем о чем-либо говорить. Все остальное это провокация, которая нужна кому угодно, только не чеченцам. Постгеноцидный народ, который 20 лет оттягивал вот эту фашистскую русню на себя, которому не помогали, которому наоборот вредили и помогали фашистской России, выдавая наших бойцов, помогая кредитами, вооружением, информацией и добровольцами, которые участвовали против нас в этой войне, против маленькой Чеченской республики Ичкерия. Поэтому в этом смысле мы пока дергаться мы не будем. Все будем делать аккуратно, не спеша. Это мое мнение. Я не являюсь политиком, я не являюсь представителем, который поднял флаг и нас ведет куда-то. Нет, это не моя прерогатива. У нас есть законная, независимая, непродажная власть в лице президиума правительства Чеченской республики Ичкерия. И вот эти люди будут решать. И, как я понимаю, они придерживаются именно той точки зрения, о которой я вам сейчас изложил. Только лишь признание мирового сообщества нас. После этого мы предпринимаем те или иные шаги. И то это решаем не тот, кто захотел где-то что-то, а будет решать наш президиум, власть. Власть. Мы уполномачиваем эту власть решать, принимать решения. Другой власти у нас нет. И они будут принимать такие решения. Как-то так. Пойдемте дальше. Да. Что я не понял? Нет. Сейчас. Так что, друзья, вот эти люди, которые сбежали с войны, кроме Аяда Идигова и Ильяса Ахмадова, никого на территории, за территорией Чеченской республики Ичкерия из наших официальных властей никому президент наш Аслан Масхадов, наша законная власть, не разрешала находиться тут. Все остальные беженцы и по большей части фактически дезертиры. Поэтому призывать к какой-то войне, что сейчас мы какую-то армию в Украине соберем, потом двинемся туда, это все... Ну, по крайней мере, не от них это нужно слушать. Понимаете, кто какую-то армию создает, там какие-то это все, ну, другие хотя бы лица должны быть для этого, понимаете? Другие люди, потому что, и то это неверно, конечно, но эти люди со своей войны сбежали. Были министрами, были там чиновниками, какими-то командующими, там еще что-то, и дезертировали. Когда их просили вернуться, не вернулись, отказали своему президенту. Все, у них нет никаких оснований, никаких полномочий говорить от имени народа и призывать к какой-то там войне и так далее. Так, давайте почитаем ваши комментарии, друзья, и пойдемте дальше. А то услышали военные. Так, это уже читал. Россия уже проиграла. Путин и его вот шестерки. И его вот этой шестерки так хотят, так умоляют, готовы стать на колени, лишь бы переговоры. Да, конечно, они давно уже готовы стать на колени.
Война чечен с русскими идет с 1708 до 1785 года. Мне кажется, еще раньше она идет. Приход России на Южный Кавказ 1601 год. Так, уже более 200 лет Кавказская арабская колония России. Самур. Да, война идет. Вот именно сами сбежали, теперь призывают воевать. Да, хотя бы другие кто-нибудь призывали бы это, а то ну как-то даже, ну, это даже не смешно даже, да. Бежать, мы сейчас армию создадим, там это сделаем. Есть люди, которые говорят, что они были против того, чтобы Дудаев получал оружие, оставлял оружие, а Дудаев говорил, мы видим свою защиту только в приобретении оружия. И потом этот же человек, который мне рассказывал, что он был против того, чтобы войны, он такой весь гуманист там, против войны, там все такое, он говорит, все, объединяемся в Украине, идем воевать там, туда-сюда. Ну, это же... Ну ладно, они все прекрасно знают, я вам это тоже неоднократно рассказывал. Как-то так. Как-то так, да? Так. Так, худуку, что? Я что-то пропустил, да, здесь эти 15-копеечные зашли. Хайла меня пассажируваться. Со вообще пассажироваться. Со пешеходу пассажироваться. Валла била, сусайла мямау, а эш бючмау. Если мы будем уже как мы здесь так? Вы такие тонкости затрагиваете, что обычному обывателю трудно заметить. В этом и скрывается истина. Спасибо, Тимур. Рад стараться, рад стараться. Надо. Я не выбирал врагов. И враг самый подлый и самый коварный, самый жестокий у меня, у моего народа. И я вынужден защищаться. А террористическая банда КГБ, СССР, ФСБ, это террористическая банда веками, век прошедший, и еще до этого, когда эта фашистская Россия существовала, царская так называемая, с тех пор они нас убивают и нас ненавидят. Соответственно, я вынужден отвечать им также, к сожалению. Но, как говорится, мужчину украшают шрамы и враги. Поэтому было бы плохо, если бы у нас враг был бы слабый и хилый. Пусть, если он будет, то самый жестокий и самый коварный и самый подлый. Это говорит о том, что мы намного лучше этого врага. Ассаламу алейкум. Я чечен, живущий, скажу славу всем так. Мадиц, чувак, ход, авигитрия, чувак, мадиц, ва алейкум ассалам. Так, флаг ООН, так. Так, шалт наш ири сюле в кечло. В стране кудуйтиш, а вообще. Фридом Ичкерия. Связи, а что думаю отцу? Шей Кадыркин арцане, да? Нормально, шей. Околышо. Адик чекамца должен шо. Но надо отдать должное. Если бы вы как зарабатывали деньги и боролись про Закаевщину, про всех остальных, говорю, которые так боролись и наживались на горе чеченского народа, зарабатывая себе таким образом на жизнь. Если бы вы также боролись за независимость Чеченской Республики Ичкерия, мы бы ее уже давно освободили. Но вы не боролись, да. Ладно, Асан, по-твоему, все наши команды должны были погибнуть в войне против Русни. Идигов не дезертир. Альберт IV, да? Тоже, конечно, у тебя тоже, как у этого, как его, Цезарька. Замашки на Альберт, на короля, да? По-твоему, все наши командиры должны были погибнуть в войне против Русни. Идигов не дезертир. Нет, Идигов не дезертир, как я сказал. Идигов был и Аяд, и Ильяс Ахмада, и Идигов были направлены, и только эти два человека были направлены. Речь не о том, что
все должны были погибнуть или нет. Конечно, не должны были погибнуть. По возможности не нужно было погибать. Но если ты являешься чиновником, подчиняешься своему президенту, и тебе он требует вернуться, персонально тебе требует вернуться, ты обязан вернуться. А если ты не возвращаешься, то ты как минимум не имеешь права уже занимать этот пост, говорить, что ты какую-то должность занимаешь. И все. А так, конечно же, я вообще был бы за то, я об этом думал много, когда вот первая русско-чеченская война закончилась, и потом вот этот весь бардак, который был, а они внутри находясь, я просто этого всего не знал. Я находился со стороны, читал, и знаете, вот эта чеченская привычка не выносить ссор из избы использовалась нашими противниками. И поэтому мы, простые люди, рядовые граждане Чеченской Республики Ичкерия, пребывали в пелене обмана и пропаганды. И те люди, которые носители настоящей истины, информации о реальном положении вещей, их либо уничтожали, убивали, запугивали и так далее, и они замолчали. И нет информации. Именно так я оказался в окружении Ахмеда Закаева, потому что не было достоверной информации в достаточной мере. Потому что была и там информация, и ты правду не видел, потому что появлялась разная, это тоже стратегия КГБ, ФСБ. Так вот, я понимаю сейчас, что Вторая русско-чеченская война была проиграна с первого дня ее начала. Мы ее не могли выиграть, так как мир нам не помогал, и наша борьба была переключена с национально-освободительного движения еще до начала этой войны фактически на всемирный джихад и джихад до судного дня. Всем джихадистам, всем желающим воевать до судного дня, пожалуйста, не на территории Чеченской Республики воюйте. Но это так, отклонение. Я сейчас это понимаю, я даже говорил своим близким, своим соратникам, надо было Масхадова вывести, насильно даже вывести его оттуда, чтобы его сохранить, чтобы институт президентства, чтобы законно избранный президент остался жив. Нужно было это сделать, потому что победить было очень, практически, здесь никто не работал. Кроме Аяда Идигова и Ильяса Ахмадова, мы вообще никого не видели и не слышали. Все зарабатывали бабки, где-то, наоборот, мешали, не выполняли свои возложенные на себя обязанности и так далее. Кроме Аяда Идигова и Ильяса Ахмадова, были, конечно, и там секретно засланные люди, кто там занимался разными другими делами. Я про них не говорю, я говорю об официальных представителях власти, которые говорят от имени нашего президента, нашего народа, нашего государства. Вот о чем я говорю. А так, война была фактически проиграна. Если у тебя нет цели победить, а ресурс несопоставим у тебя с противником, то твой ресурс, логично, да, понятно, что рано или поздно закончится быстрее, чем у твоего противника. И фактически последние годы вот этой войны, после объявления Эмирата Кавказ, фактически мы выступали полигоном для отрабатывания, тренировки вот этой фашистской банд-армии. Потому что была какая-то группа во главе с Докко Умаровым, которые убивали каких-то ментов, там где-то что-то совершали, раз в полгода, раз в месяц и так далее. И фактически весь Кавказ накачанный вооруженными бандформированиями России, проходили обкатку, подготовку, координацию, учения проходили фактически, можно сказать, в боевых условиях. И самое вредное, что нам вышло из этого боком, под видом вот этих борцов за всемирный джихад создавались свои группы, которые засылались в Европу, которые засылались в Сирию, которые засылались куда угодно. В том числе завербованные, подготовленные братья Цернаевы, вернее Тамерлан Цернаев, младший вообще не имел к этому, по всей видимости, никакого отношения, просто за своим братом пошел. Фактически была вот такая вот ситуация сложилась. Поэтому я
не то, чтобы все должны погибнуть. Вот это я к тому, что ты сказал. Альберт IV, да. Король Альберт IV. Аслан, ассалам алейкум. Так, хоть и не по теме, у Светана какие-то разногласия. Так, говорит, думаешь, кто прав, кто виноват, если в курсе конфликта. Да, в курсе, и считаю, что Светан это антисемит, который открыто несет чушь просто. Гарри Табах прав. Аслан мочил, мочит и будет мочить. Так, Машуэль, Ханки Жаха. Спасибо за стрим, пошел я смотреть. Всем добра. Давай, удачи. Славочки, героям слава. Как сказал мой сосед, самый страшный враг это русский, а самый плохой сосед... Так, ладно, Адам, давай ты не будешь, как мой модератор, высказывать вот такие позиции. Я говорю, дуй, ну как, это потом мне будет сказываться. Ты видишь, как они тут пользуются. Поэтому будь внимателен, Дион. И желательно вообще не высказывать свою позицию. Или если хочешь высказывать, я тебя убираю из модератора, и ты занимаешься своей деятельностью, что тоже очень нужно, чтобы ты говорил, писал. Так как это полезно, если ты пишешь комментарий. Ассаламу алейкум. Мы говорю, чувак, это хугуч мавак, хумау махаэт. Как будет выглядеть независимость Чечни, по-твоему? Прекрасно просто будет выглядеть. Я могу дать гарантию, что люди, как Закай и ему подобные, работают... Бадик, по-моему, у тебя устаревшая информация. Да, мачот яхри аслан. Содал алшвело. Дал алшвело, мачот яхри аслан. Има эл кинаг эл. Так. Аллах Машволь. Так. Да, друзья, подождите, давайте не будем. Вот об этом я и говорил, Адам. У меня здесь дагестанцы есть. И мы не говорим, что дагестанцы там хорошие или плохие. Те, кто у нас воевал, они плохие. Все, вне зависимости, чеченец, он дагестанец, он русский или папуас, не имеет значения. И такие вещи я не приветствую, Адам. И если ты модерируешь, ты должен модерировать. И если ты не будешь модерировать, скажи, отключай меня от модераторства, и я тебя отключаю, и ты можешь писать комментарии, высказывать свою точку зрения, конечно же, не оскорбляя всю нацию, желательно на моем канале. А так, вот такие вот дела. Ладно, пойдемте дальше. Мадейре свой, да. Алейкум салам, Ахмедыч, Машволь. Так. Сколько мы в эфире, друзья, уже? Час? Так. Ну, давайте перейдем к комментариям в YouTube. Справедливый человек, Самур, если вы находитесь в фашистской России, и если вы не являетесь на работе, то не указывайте, кто вы по национальности, где вы находитесь. Это ваша же для вашей же безопасности. Не говорите, не пишите.
Шедек дук Ахмедович новость, дук шедек кель новость, что каждый день новости, да. Как-то так, да. Тоже хорошая новость поступает, друзья, из фашистской России. В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине. В российском Краснодаре расстреляли заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржецкого, который, по информации СМИ, мог быть причастен к ракетным ударам по Украине. Источник российский РБК со ссылкой на комментарий администрации Казахстана, анонимный телеграм ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Анонимный пророссийский телеграм-канал сообщает, что 42-летний Станислав Ржицкий отправился в 8 часов утра на пробежку. Его подстерег возле спорткомплекса Олимп неизвестный, который выстрелил 4 раза в спину и грудь Ржецкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений. В администрации Краснодара подтвердили РБК гибель заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржецкого, сообщив, что по факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы. ТАСС сообщает, что Ржецкого убили, мотивы подозреваемых устанавливают. Теперь, знаете, это тоже очень интересно, если сейчас мы соединим новость, которую сказал террорист из банды Легион Свободы России, и то, что нам сегодня рассказал Сотник, что есть такая информация, что в России что-то готовится. Сейчас убийство вот этого человека, может быть, его мочканули те мобилизованные, которых мобилизовал этот Станислав Ржецкий, может быть, его ликвидировали за то, что он обстреливал Украину, украинская какая-нибудь диверсионная группа, но может быть, его ликвидировали и ФСБшники, как какого-нибудь антипутинца какого-нибудь, чтобы выбрали какую-нибудь жертву. И теперь сейчас нужно задержать по сценарию, задержать украинцев, сказать, которые готовили теракт, предотвратили теракт. Опять же, могут взорвать русские свою атомную электростанцию. Об этом тоже, кстати говоря, Сотник у себя говорил, что какие-то там движения намечаются. И таким образом произвести отвлекающий маневр, что вот смотрите, по нам украинцы нанесли взорвали нашу электростанцию. Говорили там Запорожку мы взорвем, а реально взорвали нашу. Поэтому все, что угодно можно от них ожидать. Амадин рейс ундуацо. Рейс хилацарела амад сундинумадац, просто он не представляет никого и никого, кроме самого себя. Никакой власти он не может представлять. А его окружение из его правительства человек, я уже вам неоднократно это говорил, вербовал меня на российскую разведку. И вот поэтому я от них отошел и заявил всему миру, кто они и что они. Все. Я же это уже 100 раз говорил, а вновь и вновь повторять не имею ни малейшего желания, если честно. Так, давайте дальше, друзья. Так. Модуль это судья. А судья, если он не русский, то обязан быть нейтральным, беспристрастным. Да, Файтер, совершенно верно.
Так, все нормально, Астан. Все нормально, ты не в России, да? Или же все нормально, ты на работе. Справедливый человек. Ну, смотрите, я вас предупреждаю, имейте в виду, наш канал постоянно мониторится, здесь у нас и ошиваются вот эти все гады, да он. Как может Грузия помогать Ичкерии на пути к независимости? Брат, дорогой брат грузин, нам нужна информационная площадка. Раз. Профессиональная, хорошая информационная площадка. Это первое, на мой взгляд, что нужно. Второе, конечно же, нам нужна политическое признание со стороны Грузии. Конечно, Грузия нас первая признала. Хвала Звяду Гамсахурде. И в этом плане, ну, нам все нужно. Что нужно? Первое, вот я считаю, нам нужна информационный центр. Аналитический, информационно-аналитический центр нам нужен. В обязательном порядке. Я этим вопросом буду заниматься дальше и буду дальше в этом направлении работать. И да, все у нас получится. К большому сожалению, у нас есть радио Маршо на чеченском языке, радио Свобода. И там работают люди, которые абсолютно непрофессионально и некачественно выполняют свою работу. К большому сожалению, за счет американских налогоплательщиков во всем мире нас не представляют так, как нужно. И эти люди, и на Кавказ Реалии там есть, и на радио Маршу есть, люди, которые не выполняют так, как нужно для чеченцев эту работу. Выполняется работа, очень подозрительно как-то, прорусски она выполняется. То они агента российских спецслужб Абдурахманова рекламировали, каждый его чих нам они рассказывали. Потом, когда уже все поняли, что это аферист, что это агент российских спецслужб, начали рекламировать вот этих братьев Янгулбаевых и вот их ситуацию, каждый чих, каждое судебное заседание, постоянно рассказывают, как будто других проблем, других вещей нет. Конечно, это большая проблема. И было бы хорошо, если бы у нас был бы свой информационно-аналитический центр. И я работаю над этим, уже есть наработки кое-какие. Буду в этом направлении работать и продолжать, и буду призывать, чтобы таким же образом у нас было и дальше все. Это первое, что нужно. И дальше все, что нам нужно, да, будем работать. Нам финансы нужны, политическая помощь нужна, информационная помощь. Нам все нужно, все нужно. Нам нужен хороший эксперт по детектору лжи. Эксперта мы здесь в Германии, в принципе, найдем. А так, я думаю, будем всех пропускать через детектор лжи. Чеченцы, я вас призываю, если, не дай бог, кто-то захочет нами здесь командовать и руководить, чтобы все прошли через детектор лжи. Все до единого. Да, Алмула. Так, Аслан, все, принял, виноват, признаюсь. Все, Адам, молодец. Антуа, всем привет. Дэн, привет. Вени Видевицу, алейкум салам. Да, Луизиль. Так. Вот вы все однотипные, вот все вы однотипные. Когда вам говоришь про детектор лжи, вы говорите про меч. Вы вместо того, чтобы признать, что детектор лжи выявит лицемеров, подлецов, обманщиков, вы говорите про клятву на Коране, про меч, что типа вы его там убьете, если там еще что-то. Вместо того, чтобы сказать, да, это хорошая идея, правильно, современный мир, американцы не зря 2 раза в год проходят и ФБРовцы, и полицейские, и чиновники, и даже в крупных там компаниях проводится детектор лжи. Вместо этого вы говорите вот все что угодно, вот это не признать. И одновременно вы защищаете Янгулбаевых. Вот у вас тоже такая интересная особенность бывает. Братья Янгулбаевы не являются агенты, агент лишь Тумсо. А почему братья Янгулбаевы не являются? Ведь их папа работал
верховным судьей Чеченской Республики. И сейчас все удивлены, посадили человека невиновного, их маму. Она реально невиновна, если по-честному, да, мы же тут правду только говорим. Она невиновна. У нее муж такой, который невиновных чеченцев сажал, годами сажал. И сыновья сейчас бабки зарабатывают, и мы слышали их разговоры, как они общаются, на какие темы, что говорят и так далее. Поэтому видно, что этим людям интересны только бабки. И почему же, чем они от Абдурахманова отличаются? Это то же самое. Почему-то ни «Новая газета», ни другие третьи, ни «Кавказ Реалии», ни «Радио Маршо», вот постоянно каких-то с КГБ, с ФСБ, с ними связанных людей почему-то постоянно как-то будет. Вот нельзя вот ни с кем не связанных никак. Нельзя, наверное, да? Может, какая-то программа такая. Так, ну ладно. Причем их папа говорит. Давай, хочешь, давай, уйди. Причем здесь папа? Папа ни при чем, конечно. Папа ни при чем. Ну ладно. Аслан, так, пойдемте дальше. С пробежки на канале. Ассаламу алейкум, Аслан. А вы будете делать чат-рум? Мне помнится, что вы делали на своем старом канале. Ва алейкум ассалам. Ну, это и есть мой старый канал, Николас. Так, всех, кто говорит про Ичкерию, планирует участвовать в политике Ичкерии, все на полиграф. Абсолютно. Эд, я тебя витаю. Шалом. Совершенно верно. Салам всем свободным. Салам, Эд. Аслан, полностью согласен насчет радио Марша. Да, Вилпес, это просто... Но потом мы удивляемся, вот сейчас мы сидим, вот нам обращается уважаемый грузин и говорит, что может сделать Грузия для вас. И что нам нужно, это информационная площадка. А эту информационную площадку нам американцы уже за свой счет, оплачивая из бюджета Америки, уже был создан на чеченском языке. Представьте. И мы вот это, вот у нас, ну, никто всерьез не воспринимает радио Маршо. Ни радио Маршо, ни Кавказ Реалии. Это худость, да. Диверсию, саботажу, изменою, я не знаю, как это квалифицировать. Я не знаю, Ол. Я не знаю. Не знаю, да ладно. Так. Мами был кичинг байта, журналист, карьер бонтон, тиквахошба. Потому что радио свое платят огромные зарплаты, платят там, да просто сам престижно как, насколько это престижно. Они нам этого Абдурахманова раскручивали, потом покушение на него произошло, Янгулбаевы рассказали, распустили, Deutsche Welle, Кавказ Реали, все начали об этом говорить. И никто даже не извинился перед нами за то, что нам вот эту туфту прогнали. А когда я сказал, я сразу понял, что это туфта, и написал такой смешной текст, юмористический текст написал. На меня набросились, ты что, радуешь, что убили Абдурахманова, ты там это, третье, десятое. А я, да, бесполезно, духар. Но мы всех запоминаем. Валла билла запоминаем. Всех запоминаем. И знаете, вот то, что вы делаете, мы все видим и наблюдаем. Может, как я вам, все это не говорят, но мы все это видим. И не я один. Вот мои подписчики говорят, и не только они. Мы знаем, что вы делаете. Вы ничего полезного для чеченцев не делаете. Вы себе делаете. Вы заняли место на этом радио. Радио Маршу хотели закрыть. Мне было обидно, что его хотят закрыть. И я писал, жаловался, просил, американцев просил. И в конце концов оставили, но лишили всех полномочий. Потому что это просто позор, что там происходит на радио Маршу. Позор просто. Позор. И поэтому нет никакого рейтинга, никакого уважения к этому радиомаршу нету, ни Кавказ Реалии нету, ничего нет. Подразделение российских пропагандистов это выглядит. Вот так я это вижу. А из первого сохирвард рекламировать, и ючвек, если бы это было бы польза. Но нет никакой пользы. Никакой. Так, давайте дальше идем.
Аса, я считаю, что преждевременное объявление какой-либо республики региона России независимой другими странами представляет большую угрозу республикам внутри России. Все-таки Россия террорист. Справедливый человек, я не понял, о чем ты говоришь, какой-либо республики или региона России. Ты имеешь в виду ваш Дагестан или мою независимую оккупированную Чеченскую республику Ичкерия? Вот поясни, пожалуйста. А то как-то ты так сказал, что признает, не признает. Мы уже признаны, уже как минимум 3 государствами. Грузия, Афганистан, Украина. Нам нужно, чтобы ООН признала и чтобы заработал механизм поддержку оккупированного государства. И он начнет работать. Это без сомнения. Да, Мула. Что ты имеешь в виду дальше? А других никто и не признает. Потому что нет оснований ни у Дагестана, ни у других нет. Хотя я бы хотел, чтобы весь Кавказ отделился и он отделится. Да, Мула. Я по крайней мере, на это надеюсь и верю. Так, я считаю, что так, это уже было. Аслан, где-то около 80% наших все еще ментально находится где-то в 16-17 веке. Тут нужно одно и то же по 100 раз разъяснять, чтобы люди поняли о чем-то. Это все война нас такими сделала. Знание, свет. Будем заниматься. Ичкерия должна быть как Израиль в том регионе. Совершенно верно, это так и будет. Да, Мула. Аслан, про всех украинских, прорусских Харь очень хорошо говорит и показывает украинский блогер Стерненко. И-то кто такой, интересно? Не беспокойся, террористы сами, террористы сами предложат вам самостоятельно со своими агентами. Надо быть начеку и принять участие. Так, Асан, сейчас будет полегче. Фабрика троллей выходит из бизнеса. Эд, я как раз в начале самом стрима сказал, ты обрати внимание, у меня начали просмотры добавляться, у меня подписчиков перестали откручивать. 2 или 3 дня это все начало происходить. Видимо, сейчас тролли что-то случилось. И у меня так было несколько раз. А вот когда какие-то сбои происходили, и полностью как будто душили канал, и он и раз такой вдох делает, и потом опять они нападают на мой канал. Миллионные каналы, которые, ну что может там канал с 35 тысячами подписчиков, да, какой урон мы можем наносить. Тем более там какие-то маргиналы, какие-то непрофессионалы там и так далее, и так далее. Тогда возникает вопрос, почему миллионники там Фейкина, Арестовича, другие, третьи, их не банят, им не мешают, они развиваются упорно. И вот возникает вопрос, кто больше, миллионник может вред нанести, канал миллионник, или 35-тысячный канал может нанести вред. Вот как-то так, Дион, как-то так. Сейчас полегче, я вот замечаю, вот уже 2 или 3 дня у меня вот канал, вот последний стрим у меня 10 тысяч просмотров. 10 тысяч просмотров у меня уже там давным-давно не было. А сейчас уже 10 тысяч просмотров стало. Хотя он там за 2 часа я его вел. Поэтому... Да, в Афганистан сяду. Да, Ичкерия союзник НАТО, да, нам нужно создать Кавказский дом. Совершенно верно, Самур. Асан, что с Исханом? Не слышно. Мокшал мою тютюцин. Сунца Бадыдич. Хусейн связывалась с Дикханем. Я там тебе... Так, я бы хотел, чтобы Ичкерия, Дагестан, Грузия, Кабарда были союзниками НАТО. Да, Мула, Самур, так и будет. Почему-то ни одно государство мира не разорвало дипотношения с Россией в знак протеста за агрессию против Украины. Ну, это такое, много дипломатов высылалось там, и Украина, заметьте, не спешила разрывать отношения. А страны Балтии, между прочим, практически полностью прекратили. И знаешь, дипломатические отношения, это крайняя мера, уже когда уже война начинается, объявляется война, в таком случае прекращается. По большей части это нужно даже не столько той стороне, как твоей, потому что твои граждане могут там иметь какие-то
родственные, экономические, какие-либо другие отношения, и как бы это как бы особо не сильно это как-то влияет. А так очень много сделано. Не говорите. Украина, это очень много сделано. Украина должна просто благодарить. Вас оставили бы один на один, находили бы в лесах, в горах, выискивали бы русские, устроили бы показательный, оттренировавшись на нас, показательные казни устроили бы, вырезали бы вас деревнями, украинцы. Поэтому, украинцы, вы находитесь в той ситуации, в которую, ну, просто мы, чеченцы, мечтали тысячами каждый там, месяц, погибая, уничтожаясь в фашистской России, мечтали, чтобы нам показали хотя бы информационную или политическую поддержку. Не говоря уже об остальном, о военной, экономической, там, политической и так далее. Просто даже информационной нам не хватало поддержки. Поэтому не плюйте в колодец, из которого пьете. Господи, благослови Америку. Вот что надо говорить. И на самом деле так сложилось, что настало время, когда за все эти века, что русские уничтожали украинцев, настало время, что украинцы победят. Если вот этот КГБ УССР и вот эти заигрывающие с этими гибнюками из России сделают все как надо и будут отодвинуты от управления. Так, все будет интересно. И за сотку будет обязательно. Да, а пока в Украине агентура фашистской Российской Федерации работает, но недолго. И не зная, на что они надеются, они уже все под карандашом. Да, мула это. Да, мула. Вот это единственное меня успокаивает. Это меня успокаивает. Ну, сначала мир смотрел, выстоит ли Украина. Но, как сказать, это мы узнаем после войны. А может, это была такая хитрость, чтобы показать себя слабым. Помните, Джохар сказал, не считайте украинцев настолько слабыми, как вам кажется, и что потом пожалеете, если посчитаете. Может, украинцы притворились слабыми, может, притворились, что у них там и того нет, и сего нет, и так далее, и так далее. Потому что вторжение было. Мы же точно так же запустили. Мы, чеченцы, точно так же. Русские, у нас русские зашли до президентского дворца. Они в город въехали и заняли позиции. И были уничтожены просто. Как-то так делаем. Так, Шепард, респект и тебе. Прорусские журналюги большой вред наносят. Совершенно верно. А потом вместо шлемов Джавелина пошли Хаймерсы, гаубицы и так далее. Мы многого не знаем с Грей. Мы можем только наблюдать то, что фашистская Россия остановлена, несет колоссальные потери. И сейчас они делают все возможное, чтобы как-то сохраниться. Вот это мы можем констатировать. Так. Страны Балтии 3 миллиона. Так. Прорусские журналюги большое так, потому что так. Лайки ставим, безбилетники. Совершенно верно себе. Эховская гидра готовилась заранее. Я помню, как Веник постоянно намекал своим журналюгам в эфире, что они должны быть самостоятельными. Так, до 24-23 года Украина и Россия имели дипотношения. Может, поэтому Запад не давал летальное оружие Украине, кроме небольшой партии Джавелина при Трампе. Не знаю. Почему мы всего не узнаем? Мы узнаем только вот результат, который был. А результат мы все видели.
1,5 часа мы уже в эфире. Ну, давайте еще посидим, друзья. Что-то неохота мне заканчивать. Хочется пообщаться. Сейчас я вам что-нибудь расскажу. Так, смотрите, я вам сейчас покажу, как работают кассетные бомбы. Это вам не фашистские бомбы кассетные. Это, ну, вы, к сожалению, тиктоковцы не увидите. Вы можете увидеть в ютубе это все. Сейчас я вам все включу, друзья. Одну секунду. Машалла, машалла, машалла. А их. Onnan se ruudu. Dünien tämä mielikti taikas. Niisnäkin se tajas. Так, сейчас одну минутку. Так, друзья, предлагаю вам сейчас посмотреть про кассетные бомбы, яки передают нам США. Давайте, внимание. Я тоже не видел этот ролик, вместе посмотрим. Обратите внимание, какие танки там стояли. Т-50. Т-50 стояли. Ну вот это вы приблизительно поняли, о чем речь идет и какие здесь бомбы передаются. Самое ценное в этих бомбах то, что они попадают точно в цель. В отличие от русских, которые могут там за километр мимо промазать, эти попадают точно в цель. Здравствуй, Нео избранный. Привет. У тебя почему у тебя Путин герой написано? Путин не герой. Путин не герой.
Так, нет, я не смакую, просто я хочу донести до вас, до русских, что вы совершаете убийство, и что знаете, в исламе есть такое понятие, что если вы совершаете плохое, уходите с пути Божьего, то вы получите очень страшное наказание. Так вот, вы уже давно заслужили это страшное наказание. Вы давно уже совершаете геноцид над моим народом, над другими народами. И поэтому сегодня настало время, вы подло, коварно, называя братьями украинцев, называя там своими один народ и третье, десятое, надеясь, что они перед вами упадут ниц, а вы их потом будете, там, тот, кто не согласен жить под вашим гнетом, будете уничтожать, запугивая. Помнишь речь Путина? Да, мы сволочи. Хорошо, что ты понимаешь. Помнишь, вы хотите декоммунизацию, говорил Путин? Мы вам покажем, что такое декоммунизация, вы увидите. Вот вы пришли. А понт не прошел. Увы и ах. Помнишь, как в том анекдоте про лошадь, которая не добежала? Не шмогла. Вот не шмогла ваша банд-армия. Поэтому за это нужно платить, за это нужно отвечать. И я абсолютно не радуюсь этому. Только лишь даже из-за того, что вы посылаете наших людей, чеченцев, которые никакого отношения не имеют к этой войне, ни к украинцам, ни к русским, забирают, оккупировав нашу территорию, на эту войну, оккупировав нашу территорию, нашу страну. Также мне искренне жаль женщин, детей, мужчин, стариков, которых вы бомбите в Украине, которых вы убиваете. И мне жаль тех баранов, не тех, которые добровольно пошли, не те, которые добровольно пошли, а тех, которых туда мобилизовали насильно, кого туда по призыву отправили. Россиян мне жаль, которые тоже погибают ни за что. Как-то так, друзья, как-то так. Как-то так, Леон. Поэтому, ну ладно, это все деньги Центробанка. Нет, это ваша имперская фашистская сущность, понимаешь? Деньги, они не могут заставить весь народ или армию пойти и делать это. Ваша фашистская имперская сущность русских, которые возомнили себя, что вы имеете право захватывать и покорять чужие народы, заставлять их делать то, что вы делаете, что вы говорите, говорить на вашем языке, исповедовать ваши законы. Вот это все было, а не деньги. Деньги это только инструмент. Нас нет, мы не существуем, это бутафория. Ну, есть вы или нет, убиваете вы по-настоящему. То, что вы выдуманы и искусственно созданы, ну, искусственно создана уже жесть, это общность, которая идентифицирует себя русскими, хотя вы, наверное, больше советские. Мне уже страшно от таких бомб. Для этого и показывается. Пусть знают, что их ждет. Как они убивали нас. У нас были только стрелковое оружие. Они все использовали. Яды, бомбы, артиллерия. Ну, все просто. Химическое оружие, биологическое оружие. Шариковые, игольчатые, кассетные, ну, все, что только возможно, они использовали против нас. И еще кичились, какие они герои. Убьют какого-нибудь 15-летнего мирного чеченца, и потом домой приезжают, бухают, рассказывают, мы там чеченов мочили, там убивали, там туда-сюда. Вот и все. И когда начали бомбить по русским градами и хаймарсами, я просто вспоминал, как я сидел под градами и ураганами фашистской России. И я думал, ну, наконец-то
Я дожил до того дня, и все. Я увидел своими глазами, как. А у нас не было ничего. У нас самолеты бомбили, мы сидели и не знали просто, что делать. Не за себя было страшно. Не столько за себя было страшно, сколько за женщин, за детей, которые вообще ни в чем не виноваты были. Это деяния восстали против нас. Совершенно верно. Это ваши деяния против вас. Абсолютно. Путин герой. Ты, по-моему, специально сделал такой ник, потому что ты говоришь вещи, которые абсолютно так. Так, СССР к нам зашел. Вот сейчас будет. С Любика. СССР с Любика. Да, здесь в Германии тоже очень много пророссийских вот этих советских товарищей. Рабов фактически, возомнивших себя цезарями, императорами. Так хочется верить в справедливость, чтобы только не было с кассетными бомбами, так как и с Ленд-Лизом. Слава ЗСУ, Литва. Кстати, героям слава, Киртука, сегодня я смотрел обращение вашего президента к России. Оно у меня вот на этом телефоне. Спасибо, Литва, и вашему президенту, и вам всем спасибо за эту поддержку. Правильные слова были подобраны, очень хорошо сказал. Так, Ахмад Силас к нам зашел. Тарас, витаю тебя. Да, как в сказке, репка, мышка за жучку, жучка за бабу, бабка за детку. Мне кажется, капельная доза Ленд-Лиза Украине делает для того, чтобы максимально затянуть конфликт. Ну, я не знаю всего этого, друзья. Америка всегда права, да. И не церемонится с этими автократиями, да. Кажется, давно было у тебя что-то подобное на канале. Да, было. Шансов остаться жив вообще нет. Да, под этими бомбами нет. Просто чудесно все будет. Украиночки дал. А мне уже страшно от таких вот так. Это уже читал. Гореть в аду за все многочисленные преступления, горе, принесенное многим-многим народам. Амин, амин. Шефард. Так, Путин в очередной раз получил по морде от нас, но теперь руками ЗСУ. Оружие заберем, как было в Санкт-Петербурге. Так. У русских понты, наверное, круче, чем у чеченцев. Ну, я знаешь, Самур, ну, дагестанцам тоже особо, конечно, про понты говорить там на нас не стоит, потому что у всех у нас хватает этих понтов. Я на самом деле, честно, я тебе признаюсь, я думал, что чеченцы там, ну, это чисто понт, это чеченская тема, я думал, по юности. И когда я приехал в Петербург учиться, и я столкнулся с русскими, так вот, я понял, что чеченцы вообще не понтливые, оказывается. Какие понты бывают у русских, ты просто думаешь, ну все, это, короче, ну, человек, ну, просто, ну, идет на смерть. Вот он так это все там, раз, все это организовывается, так, раз. И когда ты понимаешь, что ты тоже идешь уже, тебе тоже деваться некуда, и тоже идешь уже на смерть, в этот момент пшик и нету уже вот этих понтов. Поэтому я понял, что все-таки чеченские понты русским понтам уступают. Уступают. Так, до сих пор звук этих истребителей вызывает страх, говорит. Да, Фрея, это да. Как я тебя понимаю, несмотря ни на что, ты не только ты остаешься богатым, возмездие не известно. Далмула, хонкажа, далмула. Так. Сегодня застрелили Станислава Жицкого, командира подводной лодки, с которой стреляли калибрами и убивали детей. Да, Тарас, я комментировал эту новость сегодня, буквально вот 15 минут назад. Было дело. Но там может быть версии. Он как бы мобилизационными вот этими делами занимался. И, ну там, перелистай немножко назад, можешь послушать, что я говорил. Там не буду сейчас повторяться. Поэтому надо посмотреть, что это было.
Кавказские понты, да, кавказские. В начале войны колонны как в тире уничтожали. Сейчас они немного освоились, и их ждет что-то новое, уничтожающее уничтожение. Да, Марат, вначале они зашли и думали, украинцы разбегутся. Что вот они придут, видимо, у Путина была договоренность СБУ. Вы обратили внимание, Путин не обращался к СБУ, он обращался к военным. Но это сила, в принципе, к силе нужно было в этот момент ему обращаться. Он говорил военным украинским: переходите, не слушайтесь, там у вас наркоманы у власти, там 3-10. И в этом плане как-то так это было. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, как что было. Ну, тогда они, конечно же, не рассчитывали, что их будут так уничтожать. А сейчас они окопались и уже поняли, уже 2 года, 1,5 года война идет. Конечно, уже они поняли, что к чему. Почем пуд соли. Так. Мне кажется, у родственников мобилизантов, которые закобзонили на Украине, грохнули. Ну, это тебе кажется. Это возможно и так, и сяк. Так. Я знаю одного: русский это не национальность. Так. Титаник тонет медленно и тянет за собой вниз. Это механизм. Эксперт всезнающий. Ну, не совсем, что всезнающий. Where are you from? Добрый вечер, Стекены. Я сейчас нахожусь в Гамбурге. Хамбург. Все экономики СНГ сейчас трещат. Посмотрим, чем все это закончится. Это закончится, Конор, супер-мега-коллапсом фашистской России. Супер-мега-коллапсом. Это будет просто то, что в истории никогда не было. Это будут миллионы жертв, если сейчас русский народ и российская армия, точнее русского народа, как такового русского общества не существует, не свергнут эту террористическую банду ФСБ, будут миллионы жертв. Вот этим закончится это все. В каждый дом придет то, что русские посеяли. В каждый дом, как говорил Джахар, в каждый русский дом, российский дом придет то зло, которое они принесли в чеченские дома, в грузинские дома, в сирийские дома, украинские дома. В каждый дом уже приходит и еще больше придет. Вот что ждет. Вот что ждет фашистскую Россию. И если кто-то надеется, особенно во главе, которая в фашистской России находится, они надеются. Они надеются, почему? Им другого выбора просто нет. Они должны на это надеяться. Они должны вот этих русских россиян организовывать и посылать на войну. Потому что если они скажут: все, мы проиграли, в этот момент их потащат в суд. Или же свой же народ их поднимет на вилы. Поэтому им нужно это говорить. И они будут до упора, пока русские сами не поймут, россияне не поймут, что их используют. А они это поймут, когда уже будут заканчиваться, когда они уже истощение произойдет. И я думаю, это еще максимум месяц, 2, 3, это уже на грани уже нервного срыва. Именно поэтому сейчас вот этот спецмятеж, на мой взгляд, был проведен, чтобы уже накопившуюся энергию недовольных русских военных, офицеров, генералов, чиновников, их всех выявить, кто сбежал, кто ненадежный там, и зачистить. Кого посадить, кого расстрелять, кого выгнать и так далее. И чтобы укрепить свою власть. И в этом им помогли Геращенко, Подоляк, Арестович и Буданов. Вот что я заметил. Вот эти 4 фамилии считали, что это реально был какой-то мятеж Пригожина. Так, системное оповещение там снова зашло, и нам опять... Так, я тебя заблокировал. Ты мне грозился заблокировать, а я тебя заблокировал. Киев наш, говорит Гром. Да, Киев, конечно, украинский, конечно же. А так больше у вас ничего нету, да.
Так, одну минутку, друзья. Ладно, еще 10 минут и пойдем, да. Асан, я бухан, хочу, Allah da luqawel nohju oman. Асан, я бухан. Asqimaqta yazdi honkija sotsaqita alchuna. Я бухан, хочу, бухан. Кто говорит? Мильтон. Громят колоннами. Асан, говорят, у Ахмада большие потери в Бахмуте. Я не слышал, но посмотрим. Откуда эти теории про восстановление монархии от Лиссабона до Владивостока? Монарх в чистом виде невозможен в современном мире. Элиты есть и были всегда и везде. Мы не знаем их имен элит. Это мои личные выводы, которые я сделал по совокупности многих косвенных и прямых улик, фактов, по которым я вот пришел к такому выводу. По поводу Лиссабона я пришел чуть позже к этому. А в целом еще 8 лет назад, перед началом этой русско-украинской войны, я уже пришел к этому окончательному выводу, что они, да, восстанавливают монархию. Они восстанавливают монархию, на законном основании нужно было им восстановить в ООН СССР, присоединить Украину, Беларусь, потом Казахстан, все другие республики, в том числе страны Балтии, если получится, по ним тоже должен был быть нанесен удар. Если бы Украину сейчас схавали бы, проглотили бы на Западе американцы, англичане, вот кто беспокоит, потому что Германия, Франция были союзниками, помогали во всем, абсолютно, просто готовы были на все, что скажет там Россия, Путин и так далее. И таким образом они планировали восстановить юридическое основание, потом на законных основаниях восстановить связь с той царской семейкой. Надо, кстати, во Франции поискать, там вот эти потомки вот этих царей и так далее, которые там дворян, которые живут там. Они тоже очень сильно причастны к этому. Они уже себя там награждали. Но это большая целая история, которая не просто так велась, и я понимал, что к этому идет. Но без Киевской Руси это не могло осуществиться именно как монархия. Путин должен был стать царем, и все остальные должны были быть придворными, и вот это все должно было в таком виде держаться. Но, увы и ах, украинцы не захотели быть частью их фашистской империи. Это моя теория, я об этом говорю. Я просто должен об этом много расписать. У меня много лет я просто к этому пришел, и у меня не написано это. Я так где-то кусками где-то писал, а так мне нужно в целом все это составить. Это большая работа, наверное, книгу на это надо писать по этому поводу. А у меня нет времени, если честно, я занят каждодневно этой работой, и плюс у меня есть еще кое-какие свои дела, которые всегда я отодвигаю, чтобы заниматься этими вопросами. Я надеюсь, что скоро придет достойная смена, которая меня заменит, и я смогу заняться более своими вещами, своими делами, ну и написанием, кстати говоря, книги, в которой будет, как минимум, глава на эту тему точно должна быть. Посмотрим. Пока ничего не обещаю, но посмотрим. Неужели еще кассетами теребонькать начали их?
Ну, уже, говорит, поставили. Так, докладывают оттуда обстановку. Москалей заканчивается потихоньку, вода камень точит. Совершенно верно, Тарас. Заканчиваться-то, конечно, их много. Там еще этого мяса у них полно. Дело в духе. Не может человек, вот даже русский, послушный, оболваненный, необразованный, тупой, они тоже заканчиваются, тупые, оболваненные. Как мы знаем, не все тупые и не все оболваненные, просто трусливые и боятся высказывать. Потому что разобщены, там тоже отдельная история про русский народ, на которой, я считаю, два народа в России, которые больше всего русские, вот эта террористическая банда КГБ, экспериментировала и прилагала усилия для уничтожения, там, до подчинения. Это чеченцы и русские. Вот как на эти два народа, на чеченцев, я думаю, чеченцы на первом месте, на втором месте идут сам русский народ, который они также гнобят. И он, этот русский народ, такой же, ну, уже много получилось у них. С нами у них посложнее было, но тоже кое-что получилось. Нужно признавать, как есть. Поэтому в этом плане русские не то чтобы заканчиваются, да, многие понятные есть, уехали, они уже морально устали. Вот быдломасса, которая есть, эта быдломасса, она уже практически и закончилась, да, и быдломасса, она же не дерзкая, она просто быдло. Но она не смелая, не отважная и так далее. А когда по тебе работают хаймерсы и прилетают кассетные бомбы, то, конечно же, дела не ахти как бывает. Поэтому в этом плане у русских морально все надлом идет. А это самое главное. Мы первую русско-чеченскую войну победили не потому, что мы их убили всех, или не потому, что у них территория мы отвоевали, да, мы Грозно захватили, тогда это Грозно назывался город, там Гудермеш, Шали, там проводили какие-то операции, но малыми силами, 855 человек заходило в город Грозно тогда еще. Поэтому морально уже выдохлись. Давление Запада, 3-е, 10-е, там русские не хотели воевать. Они это все мониторят. Они нам не говорят об этом по телевизору, конечно. Но они все прекрасно мониторят, видят настроение генералов, полковников, командиров. Выдохлись. Русские выдохлись. И сейчас они будут требовать перемирия. Вот сейчас мир заключить, потому что выдохлись. Может быть, вот как-то так. Да. Посмотрим. Так. Так что они пока не заканчиваются, но выдохлись. Говорит, не забудь подготовиться к жарке шашлыков наших Астан. Да, Алмола, шашлыки обязательно. Все 35 тысяч человек приглашу на шашлыки, на наш хлам. Будем кушать шашлыки днем. Все соберемся, да, на нашей горе Нашха. И будем готовить шашлыки, да. Кстати, про монархов я у Борового слышал тоже, он тоже так считает. Кстати, я в прошлый раз про Борового говорил, что там он причастен, не причастен к убийству Джохара Дудаева. Я не знаю, друзья, к чему он причастен. Я ничего не знаю про этого человека, так что, если что, на меня не ссылайтесь, то. В Рашке всякое возможно. С этим я согласен. Но насчет Европы сомневаюсь, хотя ты не первый человек, от кого я слышу про реванш монархов. Довольно интересно это все слышать. Ты это как монарх, Конор, говоришь, интересно слушать. Ну, а я почему считаю, ну ладно, это долгая история, сейчас не буду говорить потом, как-нибудь напишу, да, Алмула. Но Путин стал всего лишь царьком бункера, да. Царек сортира он. Закончить ветеран, да, но есть один момент, закончить ветеран ВОВ в России и победоносить, и дурачить народ нечем, поэтому решили снова победить фашиста и 75 лет. Да нет, это туфта все.
Поэтому украинцы никогда не смирятся с русиками. Да, я сейчас уже вижу, что украинцы не смирятся. Я реально думал, что русские и украинцы это, ну, в принципе, одинаковые товарищи. Да? Такой младший брат русского, я думал, украинец. Грешен, каюсь. Да. Но это оказалось абсолютно не так. Абсолютно. Это абсолютно независимые, свободные, думающие люди с достоинством. Это совсем другие люди оказались. Не знаю, русские так хорошо мочили русских, что они заметно приумножили свое население за время 20-50-х годов, пока все остальные народы сократились. Но мочили и русских тоже. Просто знаешь, те народы, которые они мочили, эти народы становились русскими. Вот оставшаяся часть ассимилировалась, растворялась, они советскими становились, а потом уже и русскими. Не знаю, русские вчера США спрашивали, как они относятся к Путману, в войне на Украине, его осуждали для этого, они русские никак не реагировали, не хотели говорить правду. Русские, он и в Африке русский. Клинт, ну только не на Украине, а в Украине нужно говорить, если ты, конечно, не русский. Вот именно, чекист понял, что русня выдалась, и поэтому сделали этот мятеж, чтобы взбодрить вояк. Ну, как ты обещал сварить быка или корову и съесть его за одним столом орти и ячуа. Орти и ячуа. Дал мула хонки жахар, дал мула ахир духон. Хирбат, смотря сколько нас будет. Не один барашек будет или не один бычок будет, а несколько. Это я могу нам позволить. Да. Я тоже раньше думал еще в школе, что русские и украинцы очень похожи народно, потому что особо не разбирался. Совершенно я тоже не разбирался. Джохар говорил, как воду глядел. Да, Джохар был наделен этим даром. Он неплохо все предсказывал. Сун мабах бахбели Украине туам он да мустау туам бешмавацуй. Это очень плохо, что мы как один народ грыземся и убиваем друг друга. Путина нет, есть система, остальное бутафория. Совершенно верно, есть система КГБ, учреждения. Джохар это ваш пророк? Нет, он не пророк, это человек, который очень хорошо умел анализировать и владел очень хорошим объемом информации, как внутри советской, российской, так, я думаю, и снаружи от Советского Союза. Мое мнение. По факту генетически русских ближе к финно-уграм и туркам, чем украинцы, и тюркам, чем украинцы и тюркские гены у русских больше, чем у тюркоязычных, Кумыков, Дагестана. Говорю как генетик-любитель. Ага. Ты уже оправдываешь для дагестанцев русскость. Дагестан, к большому сожалению, сейчас очень русифицировался. Поэтому сейчас как раз твоя теория некоторым понравится. Ну да, он же тоже из этих. Из кого из этих? Ну ладно. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Мы уже более 2 часов в эфире. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Завтра стрим будет на чеченском языке. Обязательно постараюсь выйти завтра в это же время. То есть не в это же, а 2 часа назад. Это 8 часов по Берлину и 9 часов по городу Джохару. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Спасибо вам всем. И тебе тоже. Не буду твой ник читать, потому что он тебя компрометирующий. Всего самого хорошего. И как обычно, слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль марш оэль. Бюздек алюэль.